Ладно, все, ты здороваешься. Айда. Ай. Не хотят идти. Я Юнусов Раза Раскатович, я фермер Сигнинского района. Почти 40 лет я занимаюсь сельским хозяйством. Из них лет 20 молочным животноводством. Вот это у нас охладитель молока. 3 тонны молока входит сюда. Это представитель молочной радуги. Находится он в нашем районе, в деревне Красный Восток. Держи. Вот смотрим вот по линейке, вот 760. Вся молочная изделия, сметана, кефир, ряженка, йогурты, молоко поставляется в Уфу по республике Башкортостан и в Челябинскую область. У нас с 2011 года еще ни разу не сдавали ниже высшего сорта. Самое главное, чистота должна быть. Это вот оборудование наше, очень хорошие фильтра, что грязь он туда не пропускает. 4,2 вот жирность, 3,9 белок и плотность 28,44. Вот воды нету, ни грамма воды не добавлено по нулям. А если вода есть, он начинает свистит. И сколько процентов воды кто-то добавил. Поэтому каждое утро мы собираемся сюда и при них все это делаем. Если кто-то нагрешил, сразу видно. Значит, всем попадает. Они друг за другом должны смотреть, чтобы никто не грешил. Есть же профессия Родину защищать, а наша профессия людей кормит. Хоть и тяжелая такая, повседневная, без выходных, без проходных. Ну, доярки-то отдыхает. Мне вот приходится круглый год ходить. У меня родители были из деревни. Отец животноводом работал. И у нас всегда, сколько жили, всегда коровы было, по 2 коровы были. Потом я, когда вот отучился, начал жить в деревне, дома держали тоже 2 коровы. Поэтому всегда связана жизнь с животными. Наш район для меня это все. Я здесь родился, я никуда не уходил, и жизнь вот у меня все всегда прошло в Игнинском районе. Здесь вот новорожденные телята. Вот вчера отелились. Где они? А вон, близнецы. Вчера отелились. Красивые, да? А это вот где-то дней 10 назад отеленные. Им вот корма даем, молоко поем, они нормальные, растут. Сразу биркуем, чтобы от какой мамки, вот написано, от какой мамки. У нас идеальный учет ведется вот насчет этого. Буренка вон там. Это какая кукушка. Вот такие разные. Вот кукушка, кукушка. Вот сколько все стоят. Вот сколько. Вот она, вот. Девочки. Это у тебя девочки, что ли, все? Девочки, мальчики. Она бывает по 60 голов смотрит, сейчас мало терят. Искусственное осеменение у нас 100%. И у них папка американец. Мы работаем с Уралпримцентром, Свердловской области. Здесь Свердловский у нас поближе. Они нам представляют семена. Поэтому телята очень хорошие, коровы очень хорошие из них получается. Они минимум первые дни, вот после отела, первый год, 20-25 литров дают. Это рекорд, наверное, такие хорошие коровы.
красные коровы, они красные галштины, а это вот черные галштины. Черно-пестрые галштинские породы. Они молочные коровы всегда немножко капризные. Вот, и особый рацион надо им. Но они молоко много дают зато. Они себя оправдывают. Тогда все, этих выгонишь с обеда, да. Корма с обеда привезут, комбикорм дал, все нормально. Мы до этого занимались немножко овощеводством тоже, ну, в основном животноводством, да, овощеводством года два попробовали, потом район рекомендовал нам вот эту ферму взять, она брошенная была, там крыши не было, ну, ничего не было там, все, весь металл сданный был. И пришлось вот тихонько его восстанавливать. Начинали с одной коровы, первое время и кредиты брали, скот покупали. 17 лет уже работаем здесь. А до этого я в Бибахтино начинала работать, там деревня есть Бибахтина такая. Там тоже скота много было. Если заниматься, она очень позволяет. Тихонько можно добиться чего-то. Травы уже, видите, мало уже, приходится скот подкармливать. Осень, все съели уже за лето. Скот лежит уже, потому что мы там хорошо подкармливаем, они больно и кушать не хотят. Ну, вот это наше поле. Здесь мы пастбище наши. На той стороне до трассы М5 гектаров 500-600 это зерновые. Там кукурузу сеяли, вот это где желтые, кукуруза черная, вот это озимые будут. А там горох с ячменем был, убрали. И до трассы там еще 200 гектаров. Там тоже ячмень вырастили, тоже убрали уже. С этой стороны сенокосы, сеянные сенокосы. Здесь вот пастбище до трассы тоже вон машины ходят. Корма заготовили 100% до следующей уборки хватит. У тебя на той стороне трава нет там? Туда с обеда, наверное, туда перегонят, да? Ну вот это Женька Фадеев. Они приехали к нам. Этот с Бирского района, этот с Мишкинского района. Обои передовики, хорошо работают. Женька вот в этом году от Министерства сельского хозяйства почетную грамоту получил. А этот с администрации в прошлом году получил. У них жены доярками работают. Все же в город уходят почему-то. Мне тоже захотелось, наверное, когда молодой был. А потом уже передумал. Деревня все равно больше нравится. Ну, деревня вырос, с малых лет табун пас. Всю эту систему знаю. Что умею, что я стараюсь этим делать. Это же интересно было в советское время. Вот такие звездки ставили. Вот видите, у него опять, ну, 600 язык. Сегодня поставишь, наверное, да? 600 тонн уже убрал он зерно. И токарь, и комбайнер, и все-все в одном лице. И сварщик. Вот такие бывает, что ли. Вот училище готовил, вот у нас Игринское училище вывел его. И человек вот все умеет. В любом месте, если хороший профессионал, он всегда пригодится. И такие же зарплаты в городе. На север ездит, он может здесь такие же зарплаты работать. Дай бог, чтобы в деревне вот такие ребята бы работали побольше. Тогда у нас деревня поднимется.
Ячмень убрали мы, овес убрали, осталось горох. Горох с ячменем. Осталось, наверное, 40 гектаров. Транспортер сломался, вот делают они. Сейчас доделают. Все, много еще работы? Так вот и живем, работаем, трудимся, сеем, пашем. Убираем. Да. Вот сейчас велку делаем. С кадрами очень тяжело, потому что многие не хотят в сельском хозяйстве работать. Хороших механизаторов нет. Вот есть училище у нас, ну, почему-то у них никто в деревне не идет работать. И вот поэтому у нас другого выхода не было. Вот небольшие дома строят, например, 25 квадратов на семью. Из других районов людей приглашать. Вот у нас уже из многих районов приехали, работают. Мы им зарплату хорошую платим. Например, они в среднем, наверное, если годовой считать, меньше 30 тысяч доярки и тракторист, и механизатор не получают. Поэтому люди приходят, начинают жить и усваиваются, живут. Не хотят они уже дома. И хотя у них есть в каждом районе свои дома, они свои дома даже оставили. Вот здесь у нас столовая небольшая. Все, готовим сегодня. Рассольник, второе, Второй еще. макароны, подлив. Ну, человек такой, который может из топора сегодня сварить, если нету. Мясо у нас всегда есть, свое, свежее. Мы людей кормим 2 раза в день. Бывает и 3 раза, да. Если на ночь хотят брать, пожалуйста, на ночь берут. Этот один раз кормить, кушать один раз. 40 рублей, круглый год так. За жилье мы у них всего 300 рублей на человека удерживаем, за коммунальные услуги, за свет. Давай мою ведерко. На. Поднимай. Идем умыть. Они разные, за ними... Ну, за каждым надо свой уход. Каждый вредничает, да чё. Каждый ласки просит. Ничего такого трудного нет, мы люди деревенские, не городские. Всю жизнь на ферме работаем, поэтому не так уж и тяжело. Хотел бы вот зарплату до 40 тысяч, вот в среднем довести. Для этого надо еще вот 3 тонны молока сдавать, например. Всегда надо вперед смотреть, конечно. То если немножко сам себе критики не будешь, он будет стоять на месте. Вот сколько лет работаю, я же сказал, уже почти 40 лет. И каждый раз что-то новое. Стараемся все внедрить. Но людям же не только надо, наверное, мне кажется, вот эта работа, но она еще по душе была. Вот как-то вот с детьми сижу, разговариваю, они говорят, ты же фанат этого дела, говорит. Жена тоже, она по образованию агроном, долго мы вместе работали. Потом она сейчас уже в последнее время с внуками, там туда-сюда, дома надо работать много. 2 дочери есть, они врачами стали почему-то. Сын тоже вот на строительстве работает, может, потом со временем вернется, будет здесь работать. Надеемся. Не сдаваться, всегда вперед идти. Хоть как бы тяжело не было.